2011 году, согласно федеральному закону 138, от 14 июля многодетным семьям на участке микрорайона Северный было выделено 2000 участков. Значит, люди наши стали активно, все мы стали строиться. И вот в течение 11 лет, которые мы здесь, дорог, из 50 дорог сделано было всего лишь 3. 3 дороги объездных путей получается. Нету ни водопроводов, нету обещанных детских садов, нету школ. А наши дети, чтобы уехать, например, учиться в город, они проходят практически 5 километров, чтобы дойти до остановки, чтобы сесть на ближайший 109-104 автобус, чтобы сесть и уехать в школу. Но в этом году, с июля месяца, у нас на наших участках создали ТСР, зону социально-экономического развития. Нашим жителям приходит уведомление об отказе строительства. Получается, фактически мы уже являемся здесь никто. И люди подают также заявки через материнский капитал, тоже приходят отказы. Подают через ДВИ, тоже приходят отказы. И мы хотели бы, чтобы нас услышали. Все-таки нарушаются наши права, данные нам Конституцией, статьей 40 Российской Федерации, чтобы отменили эту зону ТСР. Я хотела бы, чтобы нас услышали, чтобы нам помогли. Все-таки правительство Российской Федерации нам это выделило. И наше правительство нашей Якутии, почему нам так с нами поступает, просто я не могу понять. Не было света. Мы вообще тут уже давно, у меня младшая дочка здесь родилась, ей уже 9 лет. Нам не подключали свет, то есть мы подключались через Сотал. Когда-то даже было такое, что Сотал мне сказала: вы отдельный квартал, живите как хотите, и нам даже на лето отключали даже свет, то есть даже у нас такое было. Потом мы уже сколько лет топим печку дровами, углями. То есть у нас не было интернета практически столько лет. Это еще в прошлом году, когда 2 года уже пандемия началась, то эта проблема остро ощущалась. Я прямо не знала, как их разместить в одном доме, чтобы они все сидели и занимались по зуму, как это было, да? И телефон вообще плохо ловил. Проблемы с водой. Потому что огород нормально не посадишь, потому что нормально не польешь ничего. Каждый раз бочки заказывать, извините, тоже дорого выходит. Я прямо загружаю эти 19-литровки в машину, еду на водоколонку, наливаю, потому что одной машины, одной бочки там не хватает того, что можно залить. Каждую неделю я заливаю. Был бы водопровод, уже совсем было бы другое. Можно было нормально садить, нормально поливать. То есть огород в этом страдает. И мы сами. Туалет на улице. Газ в прошлом году нам наконец-то вроде выкопали, вроде положили это все. Но остановилось, потому что в трубах оказалась вода. Потому что эти лежали трубы 2 года, они вообще никому не нужны были. Конечно, естественно, там была вода, а зимой это все в лед превратилось. Опять мы зиму прозимовали с дровами и с углем. Мы заходим в автобус, и от нас дети в школу ходят, от нас от всех печкой пахнет. То есть это реально копоть в доме от того, что это все печкой топится. И хотелось бы, чтобы нам провели школьный автобус, потому что мы все действительно тут многодетные, все много детей, и все дети в разных школах учатся, потому что у нас тут никакой школы нету. Школьным извозом с утра до вечера занимаюсь, потому что как я отправлю, чтобы они 30 минут по дороге шли до Жатайской трассы, и не знаю, там собаки на них нападут или нет. А так я их утром села и поехала, и до вечера с ними, пока на все кружки съездим, пока в школу съездим, еще в разные смены, в разные школы, то есть я с утра до вечера с ними на извозе. То есть очень бы хорошо было бы, если был бы у нас школьный автобус внутри микрорайона, собирал бы детей, вез бы. И многие люди не строятся, потому что нету тут никакой инфраструктуры для того, чтобы проживать здесь нормально, как нормальной семье многодетной. Нам не нужен ТСР!